Здравствуйте! Камыстинская районная библиотека представляет «Минуты истории» Ахмет Байтурсун-Улы и история казахской письменности. Казахская письменность до Октябрьской революции основывалась на арабской графике. Одним из реформаторов казахской письменности стал Ахмет Байтурсун-Улы. Ахмет Байтурсун-Улы родился 16 января 1873 года в Тургайской области. Казахский просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, поэт и переводчик, общественный деятель и политический публицист, член партии Алаш, репрессирован в 1937 году. Для развития образования необходим был алфавит, который был бы доступен большинству и облегчил бы обучение детей. За основу первого национального казахского алфавита, который в мировой лингвистике еще в то время был признан феноменальным феномен Байтурсуна, была взята арабская графика. В 1912 году в Оренбурге был выпущен букварь Ахмета Байтурсун-Улы, созданный на основе нового собственного алфавита. Байтурсун-Улы сформировал графическую терминологию: имя существительное, глагол, местоимение, междометие, наречие, подлежащее, сказуемое, обстоятельства, служебные слова, часть речи, предложение, сложное предложение, обращение и другие. Ахмет Байтурсун-Улы предложил оригинальный проект реформирования арабского алфавита и был назван «Жанаимле» – новая орфография. Его идея сводилась к тому, чтобы при каждом слове отмечать признак переднего или заднего ряда добавлением знака, аналогичного знаку скрипичного или басового ключа в нотной записи, что существенно экономило число вновь вводимых знаков для гласных и примеряло с арабской графикой. Ахметом Байтурсун-Улы были удалены из употребления 12 арабских букв, совершенно для казахов ненужных и вносящих путаницу в правописание. Алфавит Ахмета Байтурсун-Улы признан на мировом уровне. Его уникальность в том, что количество букв в нем меньше, чем количество звуков. Осуществленная им реформа казахской письменности получила поддержку в среде прогрессивной интеллигенции, а в 1924 году было принято официально. И именно новый алфавит заложил прочный фундамент в деле сохранения в чистоте казахского языка и значительно облегчил метод приобщения народа к мировой культуре, позволил совершить гигантский шаг на пути развития народных школ. Издаваемые на заре советской власти книги, журналы и газеты на байтурсыновском алфавите многотысячными тиражами распространялись по степи, проникали в самые отдаленные уголки, неся в народ свет знаний. Созданный еще в 1912 году Ахметом Байтурсун-Улы новый алфавит, получивший название «Жанаимле» – новая орфография, до сих пор применяется казахами, живущими в Китае, Пакистане, Афганистане, Иране и других странах Ближнего Востока, использующих арабскую графику. Спасибо за внимание.